Арсхан Барханой к полпреду президента ВСКФО Юрий Чайки пришел по вопросу целого города. В Карабулаке функционирует одна больница. Приспособленное здание построено в 1956 году. Больных здесь принимают всего 2 отделения. Ветхие условия не позволяют медикам разместить здесь больше коек и открыть еще отделение. Из-за сложившейся ситуации жителям города приходится ездить в другие медицинские учреждения республики. Врачи есть, хорошие врачи, там просто персонал очень маленький тоже. Она очень старая. Ну, конечно. В аварийном состоянии. Очень готов к изменению сейчас. Решили. Необычно. Обещают, что построить, все документы подготовят, уже они выбирают землю, насколько мне известно. В скором времени будем надеяться, что они построят в городе больницу. Ребенок Зуры Картоевой болеет редким и тяжелым орфанным заболеванием. Семье приходится покупать дорогостоящие препараты для поддержания его состояния. Только одни капли для глаз стоят больше 120 тысяч. Без них ребенок не может выйти на улицу. Солнце может повредить зрению. Для лечения необходимы лекарства, которые не зарегистрированы в нашей стране. Все документы на руках, но получать их очень тяжело, отмечает женщина. Мне нужна стабилизация, чтобы гарантии, чтобы он будет стабильно в ежемесячной необходимой дозе, то есть в количестве, чтобы эти препараты цистагон и цистодропс получал. Там у него куча препаратов, но они дорогие. Я просто, чтобы именно хотя бы эти 2 препарата, чтобы он выдавал. Полпред президента ВСКФО дал поручение взять вопрос на личный контроль и попытаться помочь женщине в решении ее проблемы. Ставка, закупка, в том числе выделение за счет финансирования республики. Значит, надо проконтролировать. Да, то есть этот вопрос, предложение такое, значит, правительству республики, поручение. Поручение, да? Да. Жюри проконтролировать. Обязательно. У меня ребенок, несовершеннолетний, малолетний ребенок, ребенок-инвалид, Евлоев Ибрагим Саламханович, 2.10.14 года рождения, болеет редким заболеванием, то есть орфанным заболеванием. И он должен получать такие дорогостоящие препараты, как цистагон, цистодропс, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации. То есть у меня есть протокол консилиума врачей, есть разрешение на ввоз этих препаратов, препараты сами германские. Мне Юрий Яковлевич обещал, что этот вопрос он возьмет под жесткий контроль, что он будет помогать насчет обеспечения этих препаратов. Лейла Яндиева на прием граждан к полпреду президента России ВСКФО тоже пришла по личному вопросу. Женщина воспитывает ребенка-инвалида. Сложный диагноз требует особого ухода. Передвигаться он может только с помощью специализированной коляски. У нас есть инвалидное кресло, в котором мы передвигаемся, но, как правило, они у нас быстро выходят из строя. Мы бы хотелось приобрести дистанционное, которое будет передвигаться на аккумуляторе. Чтобы девочка могла самостоятельно как-то выходить и гулять на улице, потому что без моей помощи она не может передвигаться. По линии Федерального фонда социального страхования вопрос, по всей видимости, слабо проработан, и требуется тоже поручение и правительству, и другим структурам. Нам обещали, что рассмотрят вопрос в плане жилищного условия, в плане пандусов. Поднимется вопрос о приобретении нам коляски. Жителей республики по личным вопросам Юрий Чайка принимал больше часа. Все вопросы обратившихся были рассмотрены и даны по ним ответы. Лина Сычоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.